Российские регионы принимают меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. О том, что делают в Якутии, рассказал глава региона Айсен Николаев. Республика Саха-Якутия одной из первых начала применять меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. С первых дней в аэропортах и железнодорожных станциях работают термометрические аппараты. Глава Якутии ежедневно проводит брифинги для населения в прямом эфире. 16 марта проведено первое совещание по эпидемиологической ситуации с правительством республики. 17 марта указом главы Якутии введен режим повышенной готовности. Запрещено проведение публичных мероприятий с участием свыше 50 человек. 18 марта. По инициативе главы Министерство предпринимательства осуществило контроль цен в 25 районах. Республиканские авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» начали осуществлять возврат билетов без штрафных санкций. Создан республиканский волонтерский корпус для помощи пожилым людям и маломобильным гражданам. 19 марта. И хотел бы, пользуясь случаем, конечно же, выразить благодарность и от себя, наверное, и от всех якутян, компаниям Майтона, Индрайвер, лично Арсену Томскому, который из своих личных денег тоже выделила треть суммы, так, 45 миллионов рублей будут выделены этими компаниями и Арсеном Томским для того, чтобы закупились аппараты искусственной вентиляции легких и поступили в больницы нашей республики. Очень благородный шаг со стороны компании. Конечно, еще раз говорю, огромную благодарность. 20 марта. Компания «Ятек» выделила 50 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. 21 марта. Государственные и муниципальные учреждения перешли на удаленную работу. Районные администрации организовали вызовы студентов. Айсен Николаев призвал жителей республики не посещать без необходимости общественные места, беречь родных и пожилых людей. 23 марта. По поручению главы республики 20 автомобилей правительственной автобазы Якутии были выделены для оказания помощи медицинским учреждениям. К сожалению, у медицинских учреждений их не хватает, и поэтому я сегодня принял решение, чтобы автомашины автобазы главы и правительства парламента республики, которые сейчас находятся на самоизоляции, да, были задействованы в том числе и для оказания помощи медицинским учреждениям нашего города. 24 марта подписал указ об объявлении карантина для пожилых граждан старше 65 лет. Чтобы компенсировать жителям городских округов Якутска и поселка Жатай старше 65 лет неудобства, связанные с режимом самоизоляции, мы окажем им общую помощь в размере 4000 рублей, сообщил он у себя в Инстаграм. Вышел новый выпуск подкаста Айсена Николаева «Простыми словами», где глава рассказал о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией. 25 марта. Глава Якутии посетил корпус номер 3 Якутской республиканской клинической больницы, чтобы оценить подготовительные работы. Дал поручение Пенсионному фонду республики перейти на бесконтактный способ доставки денежных средств и оказания всех услуг. В Якутске начала действовать третья лаборатория. Прошел телемост с китайской провинцией Хэйлунцзян по обмену опытом в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Было достигнуто соглашение о поставке 5 миллионов медицинских масок из Китая. Вышел указ главы об освобождении малого и среднего бизнеса Якутии от ряда налогов, отсрочке по аренде государственного имущества и оплате услуг ЖКХ. На весь 2020 год будет снижена ставка по УСН доходы минус расходы до 1%, доходы 5%. При этом выпадающие доходы местных бюджетов будут компенсированы из государственного бюджета. Развитие малого и среднего бизнеса – это эффективный способ решения проблемы занятости населения, так как на малых предприятиях создаются десятки тысяч рабочих мест, написал Айсен Николаев у себя в Инстаграм. 26 марта. Глава региона проверил наличие товаров первой необходимости. Провел прямой эфир в своих социальных сетях, чтобы ответить на актуальные вопросы якутян. Правоохранительные органы обнаружили 8 граждан, распространявших дезинформацию, в отношении которых заведены дела. Мы сейчас должны показать как раз сплоченность, организованность, потому что вот как раз такая самоизоляция, она позволяет остановить распространение дальнейшей коронавирусной инфекции. 27 марта. Ознакомился с работой республиканского волонтерского корпуса. Сегодня в Якутии уже около 1500 волонтеров, и каждый день число добровольцев растет. Я благодарен каждому из них, написал Айсен Николаев у себя в Инстаграм. 29 марта. Глава региона подписал распоряжение по установлению выплат медицинскому персоналу, борющимся с коронавирусной инфекцией. 30 марта. Айсен Николаев
пообщался по видеозвонку с сотрудниками нефрологического отделения Якутской городской больницы номер 2, которая находится на карантине. Ситуация очень серьезная. Вирусная инфекция может протекать бессимптомно. Выходя на улицу, вы можете заразить окружающих, в том числе и медиков. «Оставайтесь дома ради себя и ради тех, кто сегодня борется с вирусом», написал он в своем инстаграме. Илдархан подписал указ о дальнейших мерах самоизоляции, согласно которому территории городского округа город Якутск и Жатай, Мирнинский и Нерюнгринский районы переходят на более жесткий режим изоляции. Мы вместе должны остановить опасную болезнь прямо сейчас, не дать ей распространиться дальше. Дорогие мои якутяне, друзья мои, будем сильными и ответственными, поддержим друг друга. Только вместе мы выстоим, и только вместе мы победим. Подписывайтесь на канал. Будьте в курсе последних событий здесь и сейчас. Внимание! На 2 апреля в Якутии от коронавируса выздоровело 4 человека. Это отличная новость. Смотрите об этом в следующем выпуске.